Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». О самых заметных событиях Сосногорского района в репортажах наших корреспондентов. В студии Полина Вивденко. Смотрите сегодня в выпуске. Время обновлений. Объекты культуры и спорта поселка Нижний Одес становятся современнее. Живое общение. Глава района Ильдар Махмутов встретился с членами Сосногорской городской организации Коми-республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов. И доступная среда. В Доме детского творчества выполнен ряд ремонтно-строительных работ по доступности объекта. Сосногорские участковые теперь будут работать в отремонтированном кабинете. Помещение находится в участковом пункте полиции по адресу 6-й микрорайон, дом 20А. Качество ремонта лично оценил глава района Ильдар Махмутов. Отремонтировать кабинет удалось благодаря участию в конкурсе по линии профилактики правонарушений, который проводило Министерство юстиции Республики Коми. Сосногорский район вошел в число победителей и получил субсидию размером 600 тысяч рублей из республиканского бюджета. Ремонтные работы заняли около месяца. Копейка обоев, полы, ламинат, сделали потолки Армстронг, добавили освещение, поменяли оконный блок на пластик, установили противопожарную дверь и согласно требованиям, предъявляемых пункту полиции, установили пожароохранную сигнализацию с выходом на пульт единственной охраны и также установили на входе решетчатую дверь. Но помимо этого мы еще отремонтировали санузел, то есть полностью заменили сантехнику, все трубы, ну и соответственно отделочные работы, которые были произведены из плитки, то есть поменяли все. Участковый пункт полиции действует больше 20 лет. В кабинете располагаются 3 полицейских, которые осуществляют работу на 3 административных участках. Это более 70 домов и около 9 тысяч жителей. Условия для работы стали намного лучше, будут продуктивная работа и, соответственно, удобные условия для приема граждан. Поэтому выражаем благодарность. Это все, опять же, для населения, для сотрудников полиции должны быть созданы нормальные, хорошие условия, чтобы было приятно работать и гражданам, которые приходят с различными заявлениями, сообщениями о различных правонарушениях, преступлениях в отношении них, также было, как говорится, приятно зайти в помещение и общаться с нашими сотрудниками полиции. Физкультурно-оздоровительный центр «Нефтяник» поселка Нижний Одес обновил базу прокатного инвентаря. Новые комплекты лыж, крепления, коньки закупила Сосногорская спортшкола Олимпийского резерва. Подробности далее. Зимние виды спорта в поселке популярны, поэтому и спрос на коньки и лыжи достаточно высокий. Прокатную базу здесь поддерживают в хорошем состоянии. По возможности стараются обновлять. У жителей нашего поселка пользуется огромной популярностью ледовый каток и лыжные трассы. Поэтому для нас это была очень актуальная тема, и это очень-очень приятно. Вопрос обновления инвентаря поднимался еще весной, во время встречи главы района, в том числе и с местными депутатами. Было отмечено, что вовлеченность жителей в занятия спортом высокая. Руководство района нас слышит. Другой вопрос, что, может быть, не всегда получается, но я вижу их понимание с их стороны. Я переживаю, конечно, за молодежь в первую очередь, но и для взрослого поколения у нас очень активно используется прокат. Пожилые люди у нас в том числе ходят на горку, берут на лыжах. Это все нам очень надо, нашему поселку, мы очень в этом нуждаемся, спасибо огромное. В планах руководства спортобъекта начать работу по обновлению инвентаря в спортивном зале. По мере возможности, по мере, как говорится, поступления денежных средств, финансов будем закупать. Я хочу поблагодарить актив, тех, кто организовывает занятия спорта, развитие спорта на Нижнем Одесе, депутатов Нижнего Одеса, которые тоже высказывают свою активную жизненную позицию в этом направлении. Они работают для населения. Поэтому тоже я их благодарю за эту работу. Обновится в этом году и кинозал местного дома культуры. Здесь, благодаря победе в конкурсе фонда кино, заменят аппаратную часть. Картинка будет ярче, а звук лучше. Новый экран с серебряным напылением, что увеличит поляризацию светоотражения. То есть у вас будет яркая картинка. Единственное, только ее нельзя будет трогать руками экран. Тестовый показ в обновленном кинозале планируется уже на следующей неделе.
Из поселка Нижний Одес Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорской городской организации Коми республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов прошла встреча с главой района Ильдаром Махмутовым. О том, какие вопросы были подняты, в нашем следующем сюжете. Встреча с главой муниципалитета собрала около 20 человек. Ильдар Махмутов начал с того, что сообщил о текущем положении дел в районе, рассказал о перспективах. Глава отметил, что для него нет неважных тем, тем более, когда это касается людей с особенностями здоровья. Сейчас на особом контроле находится содержание и качество очистки дорог и тротуаров. Сам лично ежедневно объезжаю, обхожу, вечером я пешком хожу от 6-го микрорайона либо до Локомотива, либо в Сосновку. И по пути, все недостатки сразу фотографирую, снимаю, отправляю в ЖКХ для того, чтобы устраняли на следующий день замечания и подрядчик. Это спецавтодор и те подрядчики, которые заняты уборками парков, скверов. Конечно, замечания всегда есть. Далее Ильдар Зульфарович поднял тему спорта для людей с особенностями здоровья. Сейчас у нас тренер по тяжелой атлетике, поэтому появился мастер спорта. И ему задачу уже поставил, чтобы он начал, они сейчас думают о том, чтобы создать федерацию как раз по направлению, детей именно с ограниченными возможностями, чтобы занимались, именно чтобы была федерация для того, чтобы могли тренировать, чтобы могли выступать. Участники встречи имели возможность задать вопросы главе района. Так их беспокоит отсутствие государственной аптеки в железнодорожной части города. Ильдар Махмутов пообещал отправить официальный запрос в аптечное управление Министерства здравоохранения Коми. Это учреждение отвечает за работу госаптек в республике. Также собравшиеся рассказали главе о проблеме с парковкой автомобилей возле железнодорожной больницы. Чтобы заехать на территорию учреждения, необходимо заранее согласовать это с руководством. А за пределами территории больницы парковки нет. Глава пояснил, что этот вопрос уже рассматривался на комиссии по безопасности дорожного движения. Медицинскому учреждению предложено рассмотреть вопрос об устройстве парковочных мест для посетителей. Ответа от РЖД «Медицина» пока не поступило. Кроме того, участники встречи задали ряд вопросов, касающихся доступной среды, ремонта придомовых территорий, отлова бродячих собак, рабочих мест для людей с инвалидностью и переселения из ветхих домов. Рассказал, что намечается, что делается. И заданы были вопросы тоже, которые нагорели у людей. Тут все инвалиды и по тематике инвалидности, и вообще граждан города. Общий настрой после этого беседы. Я думаю, положительный, что и люди довольны встречей. Люди же все видят, что он везде, в первую очередь с самого утра, что он и дороги проверит, что он этим занимается. В самом деле поселки, потому что я, например, лично видела ее в поселке Поляна. Работает нам такой глава нужен, и он сказал перспективы именно нашего города Сосногорска. В завершении беседы глава рассказал о планах на строительство в городе центра единоборств, на базе которого будут проходить учебные военные сборы, а также логистического центра. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Сделать наш город комфортным для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья помогает государственная программа «Доступная среда». В рамках данного направления в этом году в Доме детского творчества выполнен ряд ремонтно-строительных работ по доступности объекта. Мария Ледовских продолжит. В этом году учреждение выиграло конкурсный грант по реализации отдельных мероприятий государственной программы «Доступная среда» от Минпросвещения Российской Федерации. Со страны поступило более 130 заявок. Пройдя все этапы отбора, ДДТ стал одним из 14 победителей. На сегодняшний день все запланированные работы выполнены.
Достигнуты все значения показателей результативности, которые предусматривал конкурс, а именно у нас в текущем году было организовано проведение инклюзивной смены детского оздоровительного лагеря, увеличено количество нозологий детей с инвалидностью и детей с УВЗ, для которых созданы условия пребывания, обучено 100% педагогических работников ДДТ в Российском государственном университете имени Герцена по программе «Инклюзивная образовательная среда», а также разработана специальная адаптированная программа летнего оздоровительного лагеря с учетом методических рекомендаций Всероссийского детского центра «Орленок». Благодаря грантовой поддержке программы Дома детского творчества стали доступнее и интереснее, и провести время в стенах учреждения теперь комфортно каждому. Для образовательного процесса закуплена современная материально-техническая база, мобильный планетарий, кабинет робототехники, медиацентр, открыта сенсорная комната. Развивающие занятия разработаны с учетом всех современных тенденций. Также в рамках реализации гранта для маломобильных детей был оборудован пандус, подъемный механизм и уборная. Оценить изменения пришла семья Жеренковых, которая воспитывает ребенка с диагнозом ДЦП. Сегодня с семьей мы посетили Дом детского творчества, и хочется заметить, что он стал доступнее для семей, которые имеют детей с особенностями в развитии, для детей, которые передвигаются на инвалидной коляске. Сюда в здание мы пришли по удобному пандусу. Также хочется отметить просторную, удобную санитарную комнату. И, конечно, что очень важно, это подъемник, благодаря которому мы смогли с Кириллом на коляске попасть в санитарную комнату. То есть раньше таких условий здесь не было. Дом детского творчества семья Жеренковых посещает довольно часто. В этот раз визит был особенно насыщенный. Кирилл с мамой побывали в сенсорной комнате, сыграли в аэрохоккей и посетили планетарий. Хочется сказать огромное спасибо и директору учреждения Борисовой Екатерине Юрьевне и всем сотрудникам за участие в таком замечательном гранте. Теперь семьи с детками смогут приходить сюда на различные праздничные мероприятия, на просмотр фильмов, мультфильмов. Также дети смогут заниматься, развиваться и общаться. Большое спасибо, что помните и не забывайте о таких семьях. Для нашего Сосногорска это очень важно. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске начался прием предложений о включении общественных территорий в заявку на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Категория «Малые города». Под общественными территориями понимаются места, где горожане массово проводят свободное время, такие как площади, скверы, парки и так далее. Также участок должен подходить для проведения культурно-массовых мероприятий и нуждаться в благоустройстве. По результатам рассмотрения поступивших предложений будет определена общественная территория, которая включат в заявку на участие в конкурсе в наступающем году. Предложения по благоустройству общественных территорий жители могут оставить в комментариях к соответствующим постам в соцсети ВКонтакте, группы администрации и управления ЖКХ, передать в управление жилищно-коммунального хозяйства лично или по электронной почте, а также положить в ящики, которые расположены в 5 точках: Доме культуры «Горизонт», бассейне «Аюва», Сосногорской городской организации Комреспубликанского отделения Всероссийского общества инвалидов, Ледовом дворце «Звездный» и Доме детского творчества. Прием предложений продлится до 20 декабря. Просим сосногорцев проявить активность. В этом году жители Сосногорского района традиционно могут принять участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку «Зимняя сказка». Самые интересные работы украсят праздничную елку у Дома детского творчества. На этот раз работы можно представить по 3 номинациям. Это достопримечательности города и района, символ года, а также по сказкам Александра Сергеевича Пушкина, потому что в следующем году, в 2024, мы отмечаем 225 лет со дня рождения великого поэта. Естественно, работы должны соответствовать требованиям положения о конкурсе, должны быть представлены до 22 декабря в Дом детского творчества. С основными требованиями к поделкам можно ознакомиться в положении к конкурсу, которое размещено в официальной группе администрации в соцсети ВКонтакте. QR-код на экране. Итоги конкурса подведут 25 числа. Церемония награждения победителей «Зимней сказки» запланирована на 27 декабря.
В завершении выпуска коротко о погоде. В ближайшие дни на территории Сосногорского района будет по-прежнему морозно. От минус 23 градусов днем до минус 30 вечером. Ветер будет слабым, осадков не ожидается. На этом пока все. Новая информация в ближайших выпусках нашей программы. Хороших выходных и до свидания. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.